Сверяйте часы по настоящему времени. Из Вашингтона Роман Мамонов. Добрый день, дорогие друзья! В эфире программа «Ждем гостя» Зурабом Двали. Прага прекрасна в любое время года, но особенно она красива в последний месяц уходящего года, когда чешская столица окутана новогодним убранством мерцающих гирлянд, новогодних украшений, а в воздухе витает запах волшебства. На рождественские праздники погода в Праге очень теплая. Морозы бывают крайне редко, а Староместская площадь выглядит очень нарядной. Сердце исторического центра Праги, Староместская площадь, известна аж с XII века. Когда-то здесь был шумный рынок, собиравший на своей площади множество ремесленников, торговцев, мастеров, купцов с товарами из разных стран. Площадь окружена архитектурными шедеврами всех эпох и стилей. От нее лучами расходятся сказочные пражские улочки, сохранившиеся до наших дней практически в первозданном виде. Самое старое здание на Староместской площади – это городская ратуша, построенная в XIV столетии. Ее башня в готическом стиле – самое известное сооружение чешской столицы. Главной достопримечательностью Староместской площади являются астрономические часы, созданные в 1410 году. Это самые старые подобного типа часы в Европе. Каждый час сюда приходят толпы туристов, чтобы увидеть процессию фигурок, которые выходят над часами. Отсюда, с башни городской ратуши, открывается фантастический вид и на Староместскую площадь, да и на всю Прагу. А перед нами сооружение Тынского храма. Самое узнаваемое здание, фактически символ чешской столицы.
русский трдельник, который обожают и взрослые, и дети. Побывать на Староместской площади, не отведать это лакомство, ну просто нельзя. А впереди нас ждет самая настоящая рождественская чешская кухня. Что же касается праздничного рождественского стола, то у чехов очень много традиций. И одна из таких традиций – это обязательно за столом должен быть рождественский карп. Везде, в центре Праги, организованы специальные ярмарки, где продают карпов. Выбрать карпа и приготовить нам поможет мой коллега, известный кинопродюсер Виктор Риштов. Добрый день, Виктор. Добрый день. Поможешь с карпом? Поможем. Вот наверняка нашим зрителям будет интересно, а почему именно карп? Не другая рыба, а именно карп должен быть на праздничном столе. Tak je to především proto, že kapr je ryba, která má hlubokou nejenom... Как сказал Виктор, это и культурная традиция, но и с практической точки зрения рыба очень доступная, очень распространенная и очень популярная. Ее веками выращивали в специальных заводях и культивировали. Так что карп здесь очень и очень популярен. Ну что ж, Виктор, пошли выбирать карпа. Пойдем. Пойдем. Здесь указано, какие карпы продаются. Да. Стандарт это... Смотри, это маленький карп. Ага. То не так маленький карп. Чуть больше. И рыба? Великий карп. Мелкие. И всегда большой это лучше, как говорит Виктор. Потому что у большого карпа мясо уже не такое плотное, не такое вкусное. Поэтому, как говорит Виктор, опытный человек, надо брать либо среднего, либо чуть меньше. Тогда и мясо вкуснее, и готовится быстрее. Я прав? Прав. Красавец! Красавец. Tak. Будем брать? Vezmeme. Budeme brát. Budeme brát. Tak děkujeme. Ano. Můžete nám ho... Tak ho nechte být. Давай. Jo. OK. Tak je trošku větší, ale já myslím, že bude dobrý. Обязательно. Этого карпа специально для вас мы сегодня вечером и приготовим. Как известно, Рождество в Чехии – это очень семейный праздник. Приглашают, как правило, самых близких, родных, друзей. Сегодня в гостях мы у Виктора. Спасибо за приглашение. Наряжаем елочку. А кто карпа приготовит? Lenka. Ленка поможет нам приготовить традиционного рождественского карпа с картофельным салатом. Сообща, как говорится, дело быстрее идет, поэтому всех мы сейчас подключили к приготовлению рождественских блюд. И тем более у меня есть возможность, чтобы Ильдар и Даша рассказали нам о чешских традициях, потому что они давно здесь живут. Итак, брамборовый салат, друзья мои, это типично, это популярно, это готовится на Рождество. Да, действительно, рождественский салат картофельный. В нем очень много картошки, он похож на салат оливье, на наш российский. Но типичный там... такой советский. Советский, да. Но в основном там картошка. А горошек зеленый? Нет, горошка на столе. Давайте тогда, чтобы мы как бы ускорили процесс приготовления карпа, поставим сразу картофель вариться, потому что это достаточно длительный процесс. Картофель в мундире. Отлично, прекрасно. Сколько нам картофеля примерно? Ну, там 5-6. Хватит, наверное? Будем все варить. Все варить. Правильно, будет большое застолье. Чтобы всем хватило Все брамбового. хотят поесть. Так. Ленка уточнила, что вначале нужно положить картошку, а потом уже заливать ее водой. Так,
Так, Даша, насколько вот и мои чешские друзья любят пошутить, что они карпа в основном едят на Рождество, это правда? Это правда. Карп рыба достаточно костлявая, Так. честно говоря, очень сложная в приготовлении. Ну и к вкусу тоже есть некоторые претензии карпа. То есть это чисто Это только рождественская традиция да, готовить да. карпа. Их специально выращивают для этого праздника, специально покупают, специально готовят. Когда карпа покупают, разделывают, чешуйку Одну. оставляют. Одну, да, оставляют ее на память, на счастье. Говорят, вот есть такое поверье, то, что в следующем году она может принести удачу. Она как серебряная такая монетка. Она очень похожа на серебряную монетку. Вообще чешуя очень сильно похожа на серебряную монетку. Раз у нас столько ингредиентов, которые напрямую связаны с нашим карпом, я думаю, мы с Дашей управимся брамборовым салатом, а вы начните готовить карпа. Это Отличная будет быстрее. идея. Отличная идея. И наше Я уже очень застолье голодный. скорее состоится в этом случае. Ленка нам покажет, как нарезать колбасу для брамборового салата. Но это должна быть обязательно куриная колбаса. Musí to být jenom kuřecí? Nebo jakékoliv? My děláme kuřecí jenom. Она делает Да. из курицы. Да. Хорошо. Ильдар, на вас с Ленкой сейчас самая главная ответственность – это приготовить карпа к Я, рождественскому. честно говоря, никогда карпа не готовил, но рядом со мной Ленка. Да. Она точно знает, как его приготовить, ведь она настоящая чешка. Итак, мы решили, дорогие друзья, приготовить сразу 3 рождественских блюда. Мы с Дашей пытаемся справиться с брамборовым салатом или с картофельным. А Ильдар и Ленка будут сейчас готовить и рыбный суп, где у нас будет использована голова нашего карпа, и какие-то еще потрошка, да, насколько я знаю? Зураб, очень важный момент. Когда мы готовим суп из карпа, а именно из головы, очень важно вынуть глаза, жабры и снять всю чешую. Если мы этого не сделаем, то суп просто получится горьким. То есть основа это все-таки голова. Также Точно так же, заклад и как голова. когда мы готовим уху. Да, все верно. Главная часть – это голова. Значит, нам понадобится сельдерей еще и корень петрушки. Все варится одновременно. И лук, и лук. Давайте A это. dáme i česnek ještě, aby to bylo lepší. Еще и чеснок. И чеснок. Ага, окей. Не молотый, крупный, черный. Крупный, да, не молотый. A či pepř. А, Solej, pepř. да, и вот еще такой маленький. Tak, a vylejme vodu. Všechno. Все, сейчас Заливаем всё. водой, и Давайте. все, начнется магия. Для чего мы используем? Будем делать из батона крутоны. Из батона крутона? Ну, в чешском языке это роглик, А, роглик. но напоминает Рогалик. рогалик, да. Понятно. Так, Да. дальше Так, дальше я сам. Так, специальный нож. Значит, разрезаем посередине. Сообща мы готовим несколько праздничных рождественских блюд, дорогие друзья. Я готов помочь почистить лук. Спасибо, Зураб. Уже поздно, да? Встречи, джентльмен. Итак, мы еще нарезали огурчики к салатику, а сейчас начнем заниматься нашим карпом, да, Ленка? И делается карп в хлебной панировке, насколько я знаю. не только в хлебной, можно еще делать и в панировке из кукурузы. Из кукурузы. А мы сегодня с какой панировкой будем? Ленко, днеска будем поуживать. Мы смешаем. Смешаем. Прекрасное решение. Хорошо, давайте покажем, как мы это все будем делать нашим телезрителям.
Так, пшеничная гладкая мука. Действительно. Гладкая. Ну, вот у них гладкая мука. Ну, бывает. Называется мелкого помола. Мелкого помола помогла Даша, наконец-то. А сколько яиц нам понадобится? Сколько яиц потребуем? Начнем с 4, а там, если понадобится еще яиц. Добавим. Надо посолить рыбу. Достаточно или побольше соли? Достаточно. Обязательно с другой стороны еще. Надо перевернуть ее. Да. Зураб, Ленка спрашивает, не хотите ли вы попробовать, собственно, вот это все, так сказать, этот процесс пройти? Очень хочу. Он доктор скусит, але не джик мусиш му того назад. Да. Так. Я очень талантливый ученик, так что схватываю моментально. Называется это тройная панировка. Сначала в муке, потом в яйце, а потом уже вот в этой хлебной крошке, кукурузной нашей. Но мы будем делать это 2 раза даже. Ну что, я готов повторить вслед за Ленкой весь этот прекрасный путь панировки. Зура, посмотрите, она обращает внимание на то, уже как она держится. Крепче. Да, именно вот поэтому все это повторяли. Теперь она держится крепче. Можно прям взять руку и есть сырой. Нет, сырой не надо. Хорошо. Вот он, кусок. Сперва выкладываем в муку, да? Все верно. Вываливаем в муке. Вот так вот, хорошенько. Не жалеем первоклассную муку. Потом идем сюда, где у нас яйцо. Так. И, конечно же, 3-я завершающая стадия. Так, хорошенько вываливаем уже в нашем кукурузной и... хлебной крошке. Молодец, браво. Я думаю, достаточно. Достаточно, так. Ленка, а сейчас мы что-то там обжариваем на сковородке, да? Наш хлеб, по-моему, мелко нарезанный. Не хлеб, Зураб, а крутоны. Крутоны, которые мы используем далее потом в супе нашем рыбном, да? Хорошо, у нас осталось буквально 2 куска или 3 я доделаю, а вы займитесь картошкой. Так, надо картошку почистить. Давай. Даша? Даша. Прошу. Картошка ваша. И сейчас, когда наш супчик сварился, мы вытаскиваем, да, эти ингредиенты оттуда? Да, мы сейчас будем процеживать суп. Процеживать суп. Прекрасно. Мы сейчас все ингредиенты, которые варили для нашего супа, сперва пропустили через блендер, потом приготовили такую специальную кашицу на основе сливочного масла и подсолнечного, да? А также муки. А приготовили мы для того, чтобы наш супчик стал более густым. Именно так. И помешивая, добавляем нашу кашицу. Добавляем туда экзотических специй. Я представляю, как это будет вкусно. Супчик практически готов. Мы начинаем жарить карпа. И нам нужно туда добавить очень много масла. Чтобы аж плавали куски, да? 2 сантиметра. 2 сантиметра масла. Ну что, если хозяева не экономят на масле...
А что с нашим салатиком? Салат, брамборовым. Салат наш уже нарезан. Даша, доложи, как наш брамборовый салат. Выкладываю, колбаса готова. Молодец. Картошка готова. Молодец. Огурцы готовы. Ну, не девушка, а золото. Размешивать мы будем в отдельной посуде, потому что делается это все не на по граммам считается, а на глаз, по цвету. Так. То есть этот салат должен быть максимально нейтрального цвета. Не должно быть много морковки, не должно быть много колбасы, много должно быть только картошки. Ни один цвет не должен доминировать. Именно так. Вот она, столовая ложечка горчицы. Так, и размешиваем. Через несколько минут все это будет лежать на праздничном, рождественском, чешском столе. Так потрясающе, дорогие друзья, выглядит настоящий чешский стол, праздничный, рождественский. И благодаря нашим друзьям мы сообща приготовили несколько традиционных блюд. Напомню, это карп, это брамборовый или картофельный салат и суп. Помимо этих прекрасных блюд у нас еще и традиционные сладости, цукрови, по-моему, так называется, да? Буквально через пару минут наступит Рождество, мы будем его отмечать. А вам, дорогие друзья, я хочу пожелать в новом году счастья, здоровья, мира. И главное, встречайте вместе с друзьями все праздники. Радуйтесь жизни. Действительно прекрасно в эти рождественские дни. И существует поверье, что если хоть раз ступить на эту землю, то обязательно еще раз сюда вернешься. Я еще раз хочу вас поздравить, дорогие друзья, с наступающим Рождеством, Новым годом. Но на этом наша программа подошла к концу. Всего вам доброго!